Geldiniz İyi Çoban kanalımıza, Efira. Biz bu akşam TikTok'ta yokuz ama varız Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'da. Hoş geldiniz online streamimize. Bu akşam biz laf ederiz Paskelle için. Hristos dirildi. Hristos dirildi. Kimse değil bizi şimdi online. Hoş geldiniz. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni, Komrat'tan stüdyomuzdan çıkarım Efira'da. Bu akşam biz laf edeceğiz. Ne o Paskelle? Nereden geldi Paskelle? Ne Biblia söyler Paskelle için? Ne yaptı Hristos? Hem niçin biz bugünü birbirimize şenlikle söyleriz? Hristos dirildi. Sevgili dostlar, siz beni izleyişi derseniz koyun plus hem de cevap verin benim laflarıma. Hristos dirildi. Ne cevap siz vereceğiniz? Hadi bakalım. Гагауча, Руша. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я с вами Илья Карасени на канале Ичобан Добрый Пастух. В ТикТоке на сегодня нету, но мы есть в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе. Пожалуйста, если вы хорошо слышите, поставьте плюс. И также ответьте комментарием на мое приветствие «Христос воскрес», потому что сегодня мы будем говорить о теме Пасхи. Что такое Пасха, откуда она пришла, что Библия говорит о Пасхе, и что же сделал такого особенного Христос, и что случилось тогда в городе Иерусалим в 33 году нашей эры. Что мы сегодня до сих пор в 2023 году далеко от Иерусалима, далеко по времени прошло с тех пор уже немало. Но мы продолжаем все же вспоминать и говорить: Христос воскрес вместе с учениками Иисуса и женщинами, которые первые узнали эту новость. Мы продолжаем верить и утверждать, что Он воскрес. Да, нам вот пишут в комментариях: воистину воскрес. Okey. Sevgili dostlar, bilirsiniz siz hani hem iyi haber bu dünyada çıktı mezarlıktan. Знаете ли вы интереснейший парадокс, связанный с Пасхой, что самая лучшая новость в мире вышла из кладбища? Почему? Потому что Христос воскрес из кладбища. Его могила, это была пещера. И в первый день недели, в воскресенье, в Библии написано, рано утром женщины пошли, чтобы проведать тело Иисуса и по еврейскому обычаю помазать его разными, это тело, как помазать различными маслами, приправами. Но они, к своему удивлению, обнаружили, что камень отвален, и их встретили ангелы и сообщили, что Иисуса нет, что вы ищете живого между mертвыми, его здесь нет, он воскрес. Bu iş yazılı Biblia'da sevgili dostlar. Biz okuyoruz Biblia'da hani haftanın birinci günü pazar günü insanlar karlar gidermişler Hristos'un mezarına yağlama dini onu ama gördüler hani mezar açık. Angiller otururlar da söylerler. Ne siz geldiniz arama? Diri olanı ölüler arasında. O yok burada, o dirildi. Bu Paskelle yoğurtusu manası. Друзья, очень интересно, в русском языке даже день недели воскресенье, да, главный выходной день недели, который все ждут, воскресенье назван в честь праздника Пасхи, в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых. Знали ли вы это? Воскрес. Я учитель русского языка также по первому образованию. Так вот, корень слова воскресень и также воскрес, если мы говорим о дне недели. Это общий корень. В гагаузском языке нету такой красивой аналогии. Пазар, бессюлерис, пазар, türkçeden пазар это и есть базар, да, то есть место, где идет торговля. Очень интересно, что даже вот в самом языке вот эта аналогия и напоминание о воскресении Иисуса, она есть. Также интересно, Лев Толстой назвал один из своих знаменитых романов про князя Нехлюдова
роман «Воскресение» называется. И он повествует о духовном падении и восстановлении князя и также женщины. Очень интересный роман. Также вы, наверное, знаете многие, что есть такой остров Пасхи. В Тихом океане существует остров Пасхи. Он находится очень далеко от суши ближайшей. И его открыл в пасхальное воскресенье голландский путешественник Якоб Рогевен. Воскресенье 1722 году. Sevgili dostlar, Hristos'un dirilmesiyle pek çok var bağlı. Rus dilinde laf Воскресение o bağlı Hristos'un dirilmesinden. Var Paskelle toprağı, Paskelle ostravı da onu öyle koydular. Adını Zere vardı bir Galandiya'dan adam ki yüzerdi gemide da o bulduğuyla bu yeri tamam Paskelle pazarına koymuş onu Paskelle adını. Paskelle hem Hristos'un dirilişi ölümden o Hristiyan inanın hem baş teologiyası, baş fikri. Apostol Pavle yazar, eğer Hristos dirilmediyse o zaman boşuna bizim laflarımız, vaazımız hem inanımız. Ama Hristos dirildi. Kim inanır hani o dirildi? Da yaşar ona dini, kim verir kendi yaşamsın ona o değiştirir onu. Bu dirilme ki Hristos'un dirilmesi oldu bir precedent. Zakon hem sud laflarınla laf ederek bu oldu bir precedent. Hani biz de dirilelim. Hristos gösterdi hani ölümü var nice yenseme, var nice yok etme ölümü. Hani yaşamak bittiğinden sonra olacak diriliş. Nice o dirildi, biz de dirileceğiz. Kimse de dirilecek. Rayda gökte olmadığını Hristos'la. Ama kimse de dirilecek, cehennemde olmadığını şeytanla. Ama herkesi dirilecek. İnsanlarda var güğde misi. Açan biz öleceğiz. Biblia'da yazılı hani güğde dağılacak. Öyle de var. Gömerler. Yere Moldova'da bizde Avrupa'da toprağa gömerler insanı. India'da insanları yakarlar. Krematoriler gibi. Sonra var köylerde nerede yok böyle teknoloji ateşte yakarlar insanı. Japonya'da ayakça böyle gömerler insanı. Dil yattıkça. Her yerde türlü türlü. İsrail'de insanları koyardılar peşera içine böyle taşlar içine. Kapardılar bir büyük taşlığında. Güğde orada kalardı. Ama var binlerce insan kim buldu suda, denizlerde neyse. Ama yazılı Biblia'dan gelecek bir vakit açan hepsi bu güğdeler kalkacaklar. Dirilecekler. Da gelecekler Allah'ın önüne. Апрелин 12, друзья, давайте по-русски несколько слов скажу, да, что апостол Павел пишет удивительные слова, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Почему? Потому что основа и главная фундаментальная вещь в христианском богословии и в христианском учении это воскресение Христа, это Пасха. Если убрать из христианства, выдернуть воскресение Христа, то христианство ничего не стоит. Это просто обычная какая-то философия, и она обычная религия. Но Христос воскрес, и тем самым Он победил смерть, Он показал, что Он Бог, и тем самым дал нам надежду, что и мы воскреснем, поверив в Него. Поэтому это такая прекрасная новость. Ну, я недавно прочел интересную историю о том, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Юрий Гагарин стал знаменитой личностью. Кстати,
первые несколько месяцев после его этого подвига и возвращения с космоса многие мамы в Советском Союзе называли своих сыновей Юрами. Это стало очень популярное имя, именно в честь Юрия Гагарина. Но это не главное. Главное, что вот один из служителей церкви, священников, пастырей, после того, как Гагарин вернулся с космоса, кстати, он тогда на телевидении советском сказал знаменитые слова, которые порадовали атеистов. Он сказал: «Я был в космосе и Бога не видел». И вот священник в этом же месяце, апреле, как раз было торжественное пасхальное богослужение. Священник сказал: «Гагарин летел в космос и Бога там не увидел». В зале воцарилась, в церкви воцарилась напряженная пауза. А затем служитель продолжил: «А Господь видел его и благословил». Sevgili dostlar, çoğu insanlar inanmıyorlar Allah'a. İnanmıyorlar hani o dirildi. Ama Allah hep o kadar ilerledi onların yaşamasına. Hrisos'un dirilişi o değil sadece inan. O değil sadece böyle emosiya, inan okuduk değil biz. Ama o halis bir historiada olmuş fakt. Niçin? Var öyle bir bilim alanı. Onun adı apologetika. Bu bilim araştırır hem koruyur Hristiyan inanını. Argümanlar getirir niçin Biblia hem ne onda yazılı o doğru hem halis oldu. Birkaç fakt size getireyim. Apologetika alanından niçin Hristos halisden dirildi. Друзья, есть очень интересный раздел в богословии и в науке. Он называется апологетика. Это раздел науки, занимающийся защитой веры христианской. И вот есть очень много аргументов и очень много книг, и научных, и философских, и богословских, которые приводят множество доказательств в пользу воскресения Иисуса Христа. Ну, позвольте, я тоже вам приведу несколько, которые я прочитал из различных книг, таких как «Христос под следствием» Ли Штробель, «Христианство для скептиков» Джонатан Сарфати и Стив Кумар, «Иисус вновь перед судом» Росс Клиффорд. Вот несколько аргументов для любознательных молодых людей. Ну, первое, для того, чтобы понять, что Иисус воскрес, нужно понять, что Он умер. Вообще интересно, что мусульмане говорят, что Иисус не умирал. В Коране есть это утверждение, что Иисус не умирал. А иудеи говорят, что Он умер, но Он не воскресал. А христиане верят и празднуют в честь этого Пасху, что Христос и умер на кресте за наши грехи, и воскрес. И я тоже верю, что Христос и умер, и воскрес. Итак, первое, для того, чтобы воскреснуть, Он должен был умереть. Какие доказательства, что Он умер, а не потерял сознание, или не впал в кому, а затем просто пришел в себя, подлечился и вот показался всем, что Он воскрес. Ну, важнейший аргумент это то, что Христа распинали на кресте, и эту смертную казнь, экзекуцию эту, выполняли римские солдаты. А от римских казней никто не выживал. Римляне были тогда доминирующей, господствующей силой в мире. И Израиль был также под их контролем, под их оккупацией. И основных преступников право смертной казни было только у римлян. И их излюбленным методом казни преступников было распятие на кресте. Sevgili dostlar, biz anlayalım diye yani Hristos dirildi. Biz lazım ilk önce
anılım o öldü. Ama değil hani kaybetsin kendisini ya da uyusun da sonra gelsin kendisine da söylesin hani o dirildi. O Haliz öldü. Niçin? Zere Roma vakitlerinde açan bu olaylar oldu. Roma askerleri pek isteyebilirler kendi işini. Ну, вообще-то, римские солдаты, они очень хорошо знали свое дело. Если бы они некачественно выполнили свою работу, их бы ждало серьезное наказание. Кстати, есть множество свидетельств, что ни один казненный римскими воинами преступник на кресте, а так их были тысячи за всю историю Рима, крест это потом он стал символом христианства, да? И на церквях мы видим его, там люди на шее его носят и так дальше, в знак напоминания о своей вере. Но крест, изначально его значение, это просто орудие смертной казни. Ну, как орудие убийства. И есть множество доказательств и источников, которые говорят, что ни один человек не выжил от казни, которую делали римские солдаты на кресте. Это первое. Второе, это интересно, что прежде чем повесить преступника на кресте и вбить ему руки и в ноги, вот сюда и сюда, гвозди, длинные железные штыри, что и, собственно, сделали и с Господом Иисусом, и с двумя разбойниками рядом с ним, перед этим было мучительное избиение римскими плетьми. И эти плети были особенными. Это был такой пучок кожаных полос, и в них были вплетены железные шарики, которые и крючки, которые разрывали тело избиваемого. И очень много крови он начинал терять. Это было ужасно. Также еще один аргумент, что фарисеи и евреи, они признали, что могила Иисуса пуста. Они признали это и пытались это оправдать тем, что подкупили охрану, что якобы они спали, и ученики украли тело Иисуса. Сразу же такая версия появилась. Еще один интереснейший аргумент в пользу воскресения Иисуса, то, что Иисуса видели более 500 человек после воскресения. И его видели воскресшим более 500 человек. Процесс его убийства видели тысячи человек в Иерусалиме, потому что этот холм Голгофа, он прямо за стенами города Иерусалим. Это было большое зрелище для всего города. И вот тысячи людей из города, которые видели, как его убили, запросто могли проверить его гробницу и поискать его тело. Но они не нашли его тело. И гробница Иисуса была, она принадлежала Иосифу из Аримафеи, но она была в Иерусалиме, не где-то далеко. То есть это все происходило локально, и скептики могли сразу же это проверить. Также для тех, для кого Библия не является авторитетом и достоверенным источником информации, можете почитать древнеримских историков, таких как Тацит, Светоний, Плиний. Они пишут о событиях воскресения Христа. Можете почитать Иосифа Флавия, иудейского историка, который затем работал в Риме, в Римской академии. В 90-е годы первого века он писал также о событиях, произошедших с Иисусом. Это все действительно исторически свершившиеся действия. Но теперь главный вопрос. Почему Иисусу нужно было умирать? А дело в том, что за каждое преступление должно быть наказание. И это духовный вселенский принцип. И наш жизненный принцип тоже. Люди часто находят методы
избежать наказания. Но Бог, Он как установил этот закон, и Он следует ему. Это справедливо. И мы все должны быть наказаны, мы же грешники все. Мы обманываем, мы имеем плохие мысли, слова, дела, завидуем. Каждый грешник. С самого детства. Теперь, чтобы вот из-за наших грехи мы должны пострадать. Как? Не просто пострадать, а пострадать вечно в аду. И вот здесь приходит нам подарок, радостная новость. Иисус Христос взял наше наказание на себя. И Он умирал на кресте вместо нас. И Он побыл в аду вместо нас. Для того, чтобы каждый, кто будет верить в Него, не погиб, но имел жизнь вечную в раю. Это главная весть Библии, собственно говоря. Вообще христианство и не было бы, или оно было бы какое-то ответвлением из иудаизма, было бы иудейской сектой, если бы Христос не воскрес. Вообще, если бы Христос, вот как его убили, умер, лежал бы в гробу, он был бы как обычный человек. Обычный, талантливый, интересный лидер, который делал много добра людям. Он был бы одним из знаменитых великих мира этого. Но человеком, мертвым в гробу. Как Будда, как Мухаммед, как другие знаменитые лидеры мира. Но Иисус воскрес. И с тех пор Он не умирает, и Он живет, и будет жить вечно. Он Бог. Своим воскресением Христос доказал, что Он Бог. И еще один, вообще-то главный для меня аргумент, что Иисус воскрес, и христианство это истина, а не выдумка философов, политтехнологов, и авторов и так дальше. Это жизнь апостолов. Вообще у Иисуса было 12 учеников. И эти ученики после его смерти, они были очень напуганы, чувствовали себя ужасно, потому что их учитель, за которым они 3 года шли, вот он убит. Но когда Иисус воскрес, они наполнились таким оптимизмом, радостью и верой в Него. Они поняли, что Он действительно Бог и Сын Божий. И они стали говорить об этом всем, на каждом шагу. Они стали миссионерами, людьми по всему миру. И знаете, что все эти апостолы, кроме апостола Иоанна, все погибли. Погибли за что? За то, что говорили, что Иисус Бог и что Он воскрес. Теперь, внимание, вопрос. Согласится ли кто-то погибнуть за обман и ложь? Нет, никто. Но они погибли за правду, зная, что они погибают за то, что истина. А за истину, да. Sevgili dostlar, benim için en büyük argüment hani İsus Hristos halizden dirildi, o benim inanım, ama ben pek severim bu argümenti. Hani Hristos'un öğrencileri 12 apostolu hepsiciğini öldürdüler. Sadece Yuvan öldü kendi ölümünden ihtarlıktan. Ama öbürlerini hepsiciğini öldürdüler. İnan için İsus Hristos'a. Zira onlar yürüderler. Her yerde, her bir köşede yani o dirildi de o Allah. Da kim kabul etmerdi bunu, ona karşı çıkardı. Sevgili dostlar, kimde var soru şimdi bize varınca yazасınız. Facebook'ta, YouTube'da, hem Instagram'da. Дорогие друзья, у кого есть вопросы к нам и ко мне относительно темы нашего вечера, относительно Пасхи и Воскресения Христова, пожалуйста, можете писать ваши комментарии, задавать вопросы, какие-то отзывы. Будет приятно с вами пообщаться на эту тему. И теперь вот я надеюсь и желаю, чтобы когда мы в эти ближайшие 40 дней будем говорить друг другу вместо «Здравствуйте», вместо «Добрый день», «Доброе утро», будем говорить «Христос воскрес!»,
чтобы мы говорили это сознательно, а не только по привычке. Христос dirildi. Bu söyleme, verelim birbirimize anlayarak hani o haliz dirildi, hem ne için dirildi, hem ne oldu o zamanlar. Da böyle anlayarak bu söylem, bu laflarla söylemleşelim. Ama değil sadece adetçe kalarak gibi. Ama halizden, yürekten inanalım buna. Varsa soruşunuz varınca yazarsınız. Ben sevineceğim cevap vermeye. Yok soruş. Biz de efirimizi artık bitiririz. Efirdayız biz 26 minut. Bu akşam biz laf ettik. Paskelle teması için, Hristos'un dirilmesi için hem baktık argümanlara apologetika tarafından hem laf ettik Biblia'da ne yazılır dirilmek için. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш эфир на канале Ичубан, посвященный Пасхе, воскресению Иисуса Христа. Мы говорили об апологетических аргументах в пользу воскресения Иисуса для скептиков, которые в это не верят. Мы говорили о том, что Библия говорит о воскресении, и мы сделали выводы на основании Библии, почему же Христос пришел на эту землю, умер и воскрес. Подписывайтесь на канал Ичубан, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Всего доброго. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос dirildi. Akına dirildi.